Ағалар Чилова, Елизавета Никандровна Тулигуда, Сирия Маравыл, Хоя Йох Незлит Гидалдалар. Tuğan yoldaşsın. Malta'da Xtavdı вас келіп, мана шақын бет хизеплі конференцияне чене майпа, ятпа. Голос рода племени Чуваш, Чувашьих организации. Ченде самих конференция полосине были самих я парлантом. Ку конференции не пили. Чаба тухна. А заргизем, мона заргизем шинжен калашу поле. Везели истории шинжен калашу поле. И перечувашпа выросла, калашка напор, мало мана выросла, баштах калаш моя электронка. Вот. И сегодня на конференцию я принесла книгу с говорящим названием «Бодияков род». Вот она, эта книга. Так зовут Бодияк, так зовут нашего предка, родоначальника. Имя Бодияка Барзаева, фамилия у него Барзаев, звучит среди ярых защитников земли Чувашской. В 1540-1550-х годах он повел своих земляков против Казанского ханства. Когда с октября 1552 года Казанское ханство перешло в правление Ивана Грозного, Бодияк защищал от нападений уже землю родную чувашскую, ставшую рубежом русского государства. Да. Дети, внуки, правнуки продолжили дело предка. Мы, потомки Бодияка, уважаем историю родной семьи, уходящую корнями в глубокую старину. Чтим сохранившиеся традиции, гордимся славой предков. Бережем их добрую память. Это наша благодарность за подаренную нам жизнь. В работе над этой книгой мне помогала в работе над этой книгой мне помогал московский РГАДА, Чувашский государственный исторический архив, Татарский Казанский архив, архив Министерства образования России, архив Министерства внутренних дел России по Чувашской республике, из музеев Эрмитаж, Санкт-Петербургский, Чувашский национальный, Ячевский, исторический, Самарский музей. И краеведами с ней тоже помогали Борис Борисович, Московский Владимир Николаевич. Я всем благодарна, что вот мы вместе такую книгу написали. В книгу вошли воспоминания. Еще я не сказала, что 26 представителей вот нашего рода Бодияка дали документы, фотографии, предоставили документы, фотографии своих семейных архивов. Вот. Книга завершается генеалогическим древом. У корней указан наш родоначальник Бодияк. На стволе представители основного рода, заметьте, какие имена древние, чисто чувашские имена, которые мы, может быть, никогда и не слышали. Кильдия, Кольдия, Кирилла, Савадер, Гаврила, Семен, Игнатий, Михаил. И вот когда до Михаила я дошла, дальше не называю. Почему? Потому что в 1881 году, это когда жил наш дедушка, прадедушка Михаил, начался передел земли, и появились фамилии. Для того, чтобы земли не путались, родные братья стали брать разные фамилии. И в роду появились разные Еникин, Пчелов,
Плотников, Крылов, Вершков. Наши исследования продолжаются. Эта книга еще не заключительная, будет еще следующая книга. И я надеюсь, новые фамилии еще откроются. Шәмбек книге, бұларчы, оның әжізем, мұнығызем, сағынаш вичхаунжынызем плеще, штан тухны, мөлі тымарызем. Вот Шәмбек кашнишин, хейн тымарызене шыраза тұпсан, вара патырлан зараять, хырюлан зараять. Вот Шәмбайсан Елизавета, чок сран, он энер шураны гунлуна. Шураны гунба салам глаза, Шәмбек книге, Корнелешин серия. У Михаил Николаевич Нжин, через заглавной книге, вот серия пельменях полдар. Ну, тогда литературной премии по-моему, Николай продолжает литературной премии. Пяти высота, келмейте, шамбада, айбеке серкалар урчанахта, и перча книги духных ищем, шене тван синету промор, паями бы вот шарба валашем, и бир шарбада таштам, тван легипер, потерягурна, вот. Ели кинзем тван поминее бы ученик пельня, а джахта вот книги духных ищенытлара, тванра менчукле паллашен поминее, тоже книги духных ищен. Пилим пойти кундалара помогу доброходов, шуклай. Доброходцев пай и бир тоже, тван ланный кейн. Вот, шампа. День гуштах татат малалатып чезем, тень педим чевашы живети халық, херзем, качезем, чевашы, мати десем пер, емуксем булашы. Аплабушан тада да завына. Давай. Алевтина Волкова, писательница, презентовала свою книгу «Род Ялкая». Продолжается. Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Она моя землячка с Канарского района. Вот, пишет Олег Саманана, Ирысунза Автордан. Волкова. Алевтина Волкова. Да, в книге «Род Ялкая» продолжается название книги. Дана краткая история возникновения деревни Туруново Канарского района Чувашской республики и приведено древо рода Ялкая Чудакчева за период 1704 по настоящее время, чьи внуки и правнуки явились одними из основателей новой деревни на реке Малый Цивиль. Вот я тогда подумал, только что вы видели вот Бодеряков род, Елизавета Долгова-Пчелова презентовала книгу. И я подумал, что ими движет об авторах вот этих всех книг. Прежде преданность своему народу, и они служат своему народу, людям, материализуя в них нерушимость, основополагающие фундаментально значимые ценности бытия. Жить во имя процветания и развития человечества. Эта идея не нова. Так было, так должно быть. Только коллективный разум может вывести человека из тупика и продвижения вперед. Ну, если я не прав, плюньте мне в глаз. Шутка. И вот фильм этот хочу я назвать «Мы из эпохи разума, гуманизма и чести». А эта книга, посмертная книга Льва Куракова. Пожалуйста, вот его портрет. Не так давно мне его преподнесли в Чувашской национальной библиотеке. Лидия Ивановна Филиппова, журналистка, писательница, вот подарила эту книгу мне. И письма сыну академика Российской академии образования, ученого-экономиста с мировым именем Льва Куракова вошли в письма размышления, адресованные сыну Владимиру Львовичу Куракову и всем людям, неравнодушным происходящим рядом с нами действиями и событиями. Лев Кураков для меня в моей жизни как бы занимает в памяти моей достойное место. Виктором Чугаровым и мной
создали несколько фильмов памяти о Льва Куракове. Вы, разумеется, все эти фильмы видели. Книги «Древние болгары Чувашии». Это фундаментальный труд. История от древнейших времен, который касается нашего народа, чувашского народа. Михаил Николаевич Юхма, Миши. Наверное, каждый человек, который работает над памятью, над историей, прежде, наверное, должен подойти к этой книге об этих людях прошлых из глубины веков, эти истории этих личностей. Это сокровищница. Это экология души Чуныши. Николай Германович Картунов, Красночитайского района, Ханаджи. Не так давно он ушел от нас, был нам товарищем, и здесь его книги, я не знаю, это который первый или второй там издание, вот в книге «Этноэкология души Чуныши» приведено строение энергетических и магнитных полей человека. Даны понятия добра, зла, приведены причины возникновения духовно-физических болезней организма. Вы понимаете, это очень полезная книга. Николай Жирнов, «Парней Щера». Для чего эти книги? Николай Жирнов, Епрещ, «Парней Щера». Это рассказы. Разумеется, Николай Жирнов мы дружили в 90-х годах. Потом я 16 лет работал по стране, не встречался ни с писателями, ни с журналистами. А вот позапрошлый год мы встретились, вспомнили друг друга, узнали. «Парней Щера». Вот, он пишет: «Калазинче паянги чуваш арызень шамалмар пурнышне сынланы. Телей раза в земчерле подармаксине легеща». Ну, так, наверное, каждый человек ищет свое счастье в этой жизни. Вот об этом весь сказ в этой книге. В любом случае, это книга памяти о своем народе. А вот азбука чувашских орнаментов и эмблем. Краткая чувашская региональная энциклопедия. Прежде так, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области. Это второй том, а вот первый том. Краткая чувашская региональная энциклопедия. Что я могу сказать? Это колоссальный фундаментальный труд наших товарищей, чувашей из Ульяновска. Мне эти книги подарили, когда я в Ульяновске снимал фильм с Николаем Григорьевичем Кондрашкиным. И вот тогда мне эти книги преподнесли. Кто фильм видел, наверное, там попали, наверное, эти кадры. Азбука чувашских орнаментов и эмблем. Учебно-наглядное пособие для изучающих чувашскую культуру и краеведение. Вот кому это адресовано. Авторы: Искандеров, Ф.В. Искандеров и Ф. Искандеров, ну это братья Е.Ф. Костина. Чуваш халахне пайлана, черне каса вир ял, анатри, тогда аякри чувашсем.
Незельте марнейший водосран шикленер, перебарне булышса хюделер, чеваш ятне ешне шиклер. Вот такая эпиграмма. Кто понимает чувашский язык, наверное, хорошо меня поймет. Все с целью сохранения памяти о своей культуре, письменности. И здесь вот толкование основных символов чувашских узоров и эмблем из истории чувашского народа. Формирование нации. Вот первая страница идет. Вот над чем люди работают. А здесь, чтобы написать подобную книгу, это сколько надо людей, точнее, сколько времени работать, заниматься поиском, архивными материалами. А ведь все это, вот, 2 тома, это все о нашем чувашском народе. Все сведения о тех иных людях, которые вошли в историографию своего чувашского народа. С Николаем Григорьевичем мы уже много лет тесно дружим, тесно работаем по сохранению, точнее он работает над сохранением, восстановлением памятников культуры чувашского народа. И его памятники и в Чувашской республике. Вот последний фильм, который я выпустил, это он в Шамуршах установил памятники Ильбеку. Памятники культуры его и в Татарской республике, в Дрожжановском районе. Я о тех местах, где мы побывали с Николаем Григорьевичем, все снимал фильм, вы это можете увидеть. Моих фильмов. И его даже, понимаете, здесь, когда я первый раз увидел эту книгу, обомлел. Николай Кондрашкин, «Волжский болгарин». Такая богатая, иллюстрированная, подарочная книга. Оформление классное. Ну а здесь «Чувашский сокол», картина, это мой коллаж на фоне земного шара, его портрет я поставил. И вот видите, как замечательно. Действительно, вот как он сейчас держит голову, руки приложил к голове, занят глубокими мыслями. Конечно, этот человек прежде философ, фундаменталист. Мы сказали, что он установил Илибеку памятник в Шамуршах. Этот же памятник такой же. Он поставил в Болгарии, в городе Плиска. Там есть музей кириллицы. И в этом музее, значит, могут установить свои бюсты, памятники писателям, тем писателям, которые имеют письменность кириллицу, не латиницу, не немецкий и не английский, а именно кириллицу. Но мы, россияне, работаем, пишем на кириллице, значит, каждый писатель, каждый, не только чувашский народ, но каждый народ в России, который пользуется письменностью кириллица, имеет право выставить своих героев, ярких личностей, исторических личностей, своих писателей. Да, вот здесь я хочу сказать, вот Свет Авитахола с названием книга «Время собирать камни», «Потомки гуннов». Вот какая иллюстрация. «Замолви слово о Катраге». Вот теперь, вот тут замолви слово о Катраге.
Каждый народ вправе гордиться своей историей, имеет право гордиться. И эту историю мы должны восстановить, если она забылась. Николай Григорьевич Кондрашкин глубоко работает над этой темой. Что им заставляет работать над этими мыслями, над трудами, над восстановлением историчности нашего народа? Его глубина памяти, скажем так, исходит от Кубрата, когда царь Кубрат, он был царем Великой Болгарии. Потом, после его смерти, сыновья, вследствие нашествия там хазаров, еще каких-то там племен, Крымская территория – это богатое историческое культурное наследие, широко развитые архитектурными памятниками. И вот предки современных чувашей жили там. Мы сказали, что сыновья вследствие нашествия иноземцев разделились, 5 сыновей, и ушли по свету. Царь Катрак, вот книга замолвит слово о Катраге, приводит свое племя, свой народ на нынешнюю территорию, где мы сегодня живем, между Волгой и Камой. Чувашский народ, если мы говорим, когда говорим чувашский народ, ни в коем мере мы не должны думать о том, что вот чуваши только живут в республике, Чувашской республике. Чувашский мир намного глубже и намного шире, чем республика. Чуваши живут по всей России. Они организовали автономии, культурные центры свои и как бы развивают, хранят память о прошлом, о Волжской Болгарии, когда было единое государство. И иногда даже мысль приходит, что если мы берем карту и начинаем, обозначаем, где ныне живут чуваши или чувашский народ, и если границы Волжской Болгарии положить на это как клише, на эту карту, так мы от Красноярска, Омска, Томска, Кемерово, и не говоря о чувашах, которые на территории Республики Татарстан, ведь там тоже жили чуваши до прихода татар, там еще каких-то народов, кыпчаков. Время как бы стирает память, но там есть тоже краеведы, и они тоже стремятся, пишут. Мы еще не сказали Саратовская область, там же тоже жили чуваши. Я в 90-х годах, помню, выезжал концертом как артист эстрады. В те края выезжал, поэтому знаю, живут чуваши и в Саратовской области, и ближе сюда, вверх по Волге. И вот у меня книга еще замечательная. Виктор Отставнов. Он отставной офицер советской армии. Чельбир, царь Волжской Болгарии, автор Виктор Отставнов. В этой книге мы
Юрием Витальевичем Дадюковым, прочитав, нашли интересное сведение о маршале Егорове. Конечно, сегодня все мы как бы русские. Вот я болтаю на русском языке. И что я от этого русский? Я-то, как Сталин, великий Сталин сказал, Иосиф Сталин, я русский грузинского происхождения. Так вот, я тоже могу сказать, и Виктор Ассаунов, наверное, тоже подтвердит, что все мы русские чувашского происхождения. И вот в этой книге мы, Мадьяр, в его романе, нашли сведения из 5 первых маршалов того времени. Вот этот Егоров стал маршалом, начальник штаба РКК и так далее. Но его история-то пишется, что он русский. Но давайте-ка 100 лет назад в Чувашии все были чувашами и общались, вели беседу на чувашском языке. А сегодня в любую деревню поезжай, там детишки, вот они родились, сопляки, и они уже по-русски говорят. И как-то Виталий Станьял, кажется, то ли в 17-м, то ли в 18-м году показывали фильм, первый фильм, название забыл. Виталий Станьял, который сидел на первом ряду, вдруг встает и говорит: через 100 лет чувашского народа не будет. Вы понимаете, да? Это мы изо дня в день, значит, утрачиваем себя, как Виктор Астонов в одном интервью говорит: пдетпер, Чугалатпер. Ну вот, мы тогда выпустили фильм о маршале Егорове, всю ее, как говорится, служебную деятельность, из истории, где учился, как учился, кем стал, чем стал. И вот это все о маршале Егорове в фильме я рассказываю. Ну вот Виктор Астонов, писатель, он живет в Самарских краях, Самарской области. Вот написал эту книгу. И глубокое ему уважение и почет, где он именно рассказывает о чувашах, о древних чувашах. Глубиной уходит, когда не было еще русского народа в том месте, жили одни чуваши. Ну, как вы понимаете, мир меняется. Мы каждый раз забываем, что цивилизация не с севера пришла в наши края. Цивилизация, она с юга, с востока поднимается в сторону севера. Как мы сегодня этот же процесс наблюдаем. Вся Россия уже, скажем, с таджиками. В любом городе таджиков мы можем встречать. А, скажем, в советское время все таджики или в Таджикистане, но теперь они все в России. И одна надежда им выжить не в Таджикистане. Они только могут выжить в России, потому что здесь возможность еще как-то есть развиваться, работать и зарабатывать. Ну и, насколько я помню, Санкт-Петербургский о фильме 6 лет работал и 6 лет выезжал на вахту туда. И киргизов очень много, которые открывают свои кафе, там шаурму или шаверму продают, еще чего-то продают. Ну, в общем, кого только нет ныне в России.
Абдукадыр Даудбеков. Вот у меня в руках две книги. Атила и Гунская Орда с названием. Тамги Атилы и Гуннов. Даудбеков это профессор с Казахстана. Но о своих поисках информации в глубине веков он еще находит в истории чувашского народа. Вы понимаете, где Казахстан и где Чувашия? Мы вроде бы как на карте кнопочка, но история наша настолько богата, что представитель другого народа, большего по количеству народа, ищет корни в истории. И он находит в этой истории вот это древнее содружество этих народов. Прежде всего, здесь, конечно, он дружит с Михаилом Николаевичем Юкма-Миши. Он с его трудов черпает свои знания. И вот Даудбеков, Абдукадыр, работая над тамгой, а тамга – это рунические знаки письменности. Нас пытаются иногда убедить, вот чуваши не имели письменность. Нет, чувашский народ имел свою письменность. И это рисунчатые тамги. И тамга хранила вековую мудрость. С приходом революции в наши края, вот 17-й год, и резкий технический взрыв знаний, когда каждый старый млад усаживает за парту, и мы осваиваем письменность, чтение, кириллица, то есть русский язык. Вот отсюда мы забыли свои тамги. Я еще помню в детстве, что тамги рисунчатые, они могли быть на предметах, скажем, быта, вплоть до того, скажем, даже каждый держал, скажем, коней, животных. У каждого, наверное, полон был двор. Счет вели согласно вот эти тамги. То есть тамга, она не имела таких границ, узости. И вот здесь Василий Филиппович Каховский, родом из Атнашева, ну я сам тоже с Атнашева родом, он первый в Чувашии обратился или собрал знаки тамги из хозяйственных вот этих предметов и дал им значение. И вот Даудбеков как раз и обращается к трудам Каховского Василия Филипповича и находит подтверждение для основания своих трудов, для продолжения этих трудов, знаний, скажем, даже родовые. Вот мы, скажем, свои рода мы не знаем, откуда что произошло. Мы только можем предположить, вот мы с такого-то рода. Хорошо вот современные писатели ищут эти корней по архивам и восстанавливают свою родословную. Ну вот, Даудбеков, я перейду. Ну давайте, мы, коль заговорили об Атнашево. Вот книга Александра Дмитриевича Бекалова и Надежда Александровна Бекалова в соавторстве. Значит, Бекалов родился в 1928 году в деревне Атнашево Канашского района
имеет высшее экономическое образование, 50 лет работал в финансовых органах Чувашской Республики. Ну, награжден там, наград не буду перечислять. Но и его дочь Бекалова Надежда Александровна родилась в 1960 году в Цивильске. После окончания Ленинградского финансово-экономического института защитила диссертацию. И я добавлю, она избрана была депутатом Государственной Думы первого созыва, то есть 1993 год по 1995 год. При Цивилле история экономики Чувашского края в XVIII веке и до 20-х веков, 20 века. Здесь, в этой книге, сейчас вот что он пишет. Вашему вниманию предлагается книга об истории экономики Чувашского края на примере Канарского района, бывшего районного центра Шигазаны и окрестностей с XVIII века до наших дней. Удивительными судьбами их жителей, которые приведены на основе исторических документов из государственных органов Российской Федерации и Чувашской Республики. Одним словом, эта книга о деревне Отнашево, о шигазанцев и деревне Калиновки, куда вследствие развития деревни Отнашево, которая имела сначала название Миргеч, потом почему-то Отнашево, название меняется, об их жителях, об их корнях. И здесь каждый житель деревни Отнашево может найти своих корней в этой книге. Я с трудом эту книгу нашел, и я ее храню как память о деревне, потому что она имеет социологические исследования и историографию. Кто откуда начинал свой род. Мне вот, например, до сих пор непонятно. Очень много непонятно, откуда жители деревни Отнашево до того жили. И как они пришли в это Отнашево. Здесь же речь идет о том, что развитие, культурное развитие вот деревни, жителей деревни Отнашево. А до этого я, к сожалению, не знаю. Откуда мы родом, откуда мы пришли после, скажем так, нашествия, может быть, потомков Чингисхана, может быть, еще раньше, может быть, мы с царем Катрагом пришли, трудно сказать. А вот еще Эрнст Михайлович Сергеев, письмена Хунну. Прежде всего, здесь 3 книги, но у него значительно больше. Я 4 или 5 фильмов выпустил с ним, где он рассказывает о своих исследованиях. Он великолепный ученый, который расшифровал всю мировую письменность и утверждает, что в этих языках не 1000 слов чувашских, корневых, общекорневых. И он знает руническую письменность, китайскую руну. Ему уже далеко за 80. Ну, недавно я звонил, он жив-здоров, переболел, говорит, коронавирусом, потерял зрение, полгода, говорит, жил как во тьме. В конце концов, зрение у него восстановилось, худо-бедно.
Компьютер вышел, говорит, из строя, нужен ксерокс, помощи ниоткуда. А он все продолжает работать над своими книгами. Дело в том, что его книги, они все рисунчатые. Это все картины. Это иероглифы. И как вы понимаете, в компьютере нет этих иероглифов. Ему приходится их рисовать. И вот так в рукописной книге его мы видим. И вот здесь я хочу еще подчеркнуть, вот свои знания он не русского языка берет. Зная, я всегда говорил и утверждал, и в интернете пишу, что надо знать, когда мы рассуждаем об истории, надо знать один хотя бы язык, древнейший. В данном случае я считаю, что альма-матер, а мы все так говорим, и в университетах у нас чувашский говорят, язык чувашский – это альма-матер. А я добавляю от себя, язык чувашский – язык от Бога. Поэтому нам надо беречь свой язык, свою культуру, свое искусство, свое творчество, творение. Надо бы помогать таким вот людям, ученым. Как в свое время Иоаким Бичурин, вот, который, я, кстати, готовлю выпуску фильм почти, собственно, готов, но там речь идет о Иоакиме Бичурине, который 15 лет жил в Пекине, был настоятелем Русской Православной Церкви и изучил китайские языки, монгольские, тибетские, все диалекты, значит, тибетские. И на основе этих знаний подчеркнул знания, изучая вот эти языки, подчеркнул знания от древних народов во времена гуннов или гунской державы. И Лев Николаевич Гумилев, который написал, русский писатель, историк, он свои знания подчеркнул не только у Грим-Грижамайла, Пржевальского, но и Иоакима Бичурина. Иоаким Бичурин составил азбуку, и в этой азбуке, русско-китайскую азбуку, 12 тысяч слов. Вы понимаете, какое значение? То есть его труд признан ЮНЕСКО как самый правильный и правдивый. Это прежде всего ЮНЕСКО – это международная организация, которая стоит на рубеже хранения вот этой истории народов. Но одно часто обидно, вот когда говорят, дни китайской культуры там проводят, там какие-то культурные там, вспоминают письменность, что словарь там какой-то, чего-то и так далее. Но Иоакима Бичурина, выходцы из среды чувашского народа, ну никто не помнит, умалчивает. Ну, чем же мы хуже русского народа? Недавно был его на родине. Столько знаменитых людей. Певец и композитор Игорь Николаев. Русский, как он о себе писал. Отец тоже был чуваш. Евгений Матвеев, народный артист Советского Союза, но не могу без смеха. Я не знал об этом. Я был в этой деревне, взял интервью
где его потомки жили, предки. Вот о них, как бы, история их высветилась, история. Я записал интервью, то есть свидетели есть, по сей день живы, и они помнят Евгения Матвеева, который приезжал в советское время, оказывается, в своей деревне, общались с людьми, с народом. Ну, увидите фильм, все познаете. Так, вот у меня в руках Юрий Петрович Сандус Ара. Он поэт, писатель. Здесь Арабоси, вот, это Урмарский район. А вот здесь картинка Ирыжействася. То есть человек хорошего понемножку. То есть делать добро хорошо понемножку. Здесь Лек Саманана, Кирличух полужу паны, Чихаклы, Тавза Махкалаза, Юрий Петрович Сандус. Чем ценна книга? Он прежде всего поэт и выступает как краевед, работает над историей своего народа. И именно освещает свой народ, показывает свою мудрость этого народа. Книга имеет историографическое значение. Я выпустил фильм, как вот это презентовал он. Вы, возможно, видели в Одноклассниках, кого социальная сеть, заходите, Олег Самана, на мой сайт с названием Олег Самана, и в разделе в портале видео вы можете видеть эти фильмы. Или подписывайтесь на мой телеканал, и вы все фильмы посмотрите. Еще одна история. Елена Алексеева Аксуби. Книга называется «Пигиль». Родом с Татарстана. Аксу, райончи, Беловка, Ялинджи, Чурална. То есть, по-русски как это будет, не знаю. Беловка, Ялинджи, Чурална. Чуваш Патшалах университете Асла Пелюильня. Вот здесь в 93-м году в Чебоксарах объявили фестиваль ритма Чувашии. Я в какой-то газете, уж не помню, нашел стихи. Взял эти стихи, взял гитару, распел, получилась песня. И когда вот на экраны телевизора вышел концерт фестиваля ритма Чувашии, тогда освещалось широко, мы познакомились с автором этих стихов. И вот, будучи в Симбирске, в Ульяновске, вот по поводу Кондрашкина мы снимать фильм выезжали, и вот в культурном центре Неме мы как раз встретились вот автором этих стихов Елена Алексеева Аксуби. Вот она мне подарила книгу «Пигиль». Азанмалах автордан Олег Саманана Хизе Плизе Хаклама. Елена Алексеева Аксуби Хэнь Каланджи Шимьере Каныш Сырландараган Эмерхи Шивыш Идузене Хускадать. Рузен Шигана не сонарлать. Варжаган мужерзене Шураштарать. Опять ведь человек пишет о своем народе, о своих людях, чего не хватает в семье, что приводит к скандалам,
конфликту. И я так понимаю, что прочтя человек его рассказы, начинает видеть, может быть, свою жизнь, понимать жизнь глубже. То есть в любом случае это книга знаний. Георгий Хавал. Не так давно, ему исполнилось 80 лет, я снимал фильм, выпустил 2 фильма о концерте его я снимал. И вот он мне подарил свою книгу «Чул Хычинчул. За годом год». Хизеплю юлдажа Олег Саманана, Чунзерерень Саламаза, Таудуза, Малалайши Денизем Дума Сыллах, Раскал Сунза. Автордан. Прослужил в пожарной части, поэтом стал, великолепным поэтом, композитором. То есть его начало еще с советских времен, когда героическая молодежь, а это, видимо, о нем надо говорить, он был активистом, как бы являлся лидером среди своего народа, среди подростков, и вел за собой этот народ, ну, к победе, скажем так. Он и был спортсменом, и кем только он не был. Удивительный человек. Миши – это, наверное, наш могущественный источник знаний. Не так давно, в прошлом году, он выпустил книгу «Болгаро-чувашский герой Атаман Ермак» Михаил Николаевич Юхма. Исторические очерки, исследования, поэмы, высказывания и документы из древних актов о казаках, казачестве и о великом атамане Ермаке. Если мы открываем интернет, зададимся целью узнать, откуда Ермак, завоеватель Урала и Сибири, нет определенных конкретных знаний о том, откуда родом Ермак. Тысячи и тысячи наименований по всей России, во всех городах связано именем Ермак. Это может быть универмаг, это может быть кинотеатр, может быть магазин, может быть спортивный клуб какой-нибудь. Но никто не может сказать. Я тоже до поры до времени не знал, откуда родом Ермак. Благодаря исследованиям Михаила Николаевича Юхма-Миши мы говорим об историке, о человеке, который знает, может, больше всех нас. Вот он, оказывается, Ермак Тимофей, родом с Чувашии. И недалеко, соседний только в районе и родился, в Маргаушском. Или на границе с Чебоксарским, я теперь уже даже не помню. Мы выезжали туда, есть фильм об этом, можете увидеть, где Михаил Николаевич привел нас в эту деревню, где он еще, будучи молодым, записывал свои рассказы, воспоминания жителей этой деревни о Ермаке, о том, что он был владетель тех земель еще в далекую древность. И трагической судьбе Ермака, почему он вынужден был уйти с Иваном Кольцо именно на Урал. И почему был вынужден
сражаться с татарским ханом Кучумом, Сибирь. Далее уже, сами понимаете, открываются торговые пути и дальнейшее развитие Сибирь и на восток. Это все благодаря вот этого Ермака. Вот Юхма об этом широко освещает. У Юхмы, вот, Авалги Чуваш Туризмбе Патаризм. Как-то в беседе Виталием Станьялом, по-моему, он говорит, очень красиво сказал, лаконично. Вот мы, говорит, ученые, ну, Виталий Станьял, он является кандидатом филологических наук, член Совета старейшин Чувашской Республики. Он тогда сказал, вот в то время, разумеется, советское время, люди не могли напрямую утверждать свои исследования. Ну, тогда мы все были строителями коммунизма, все жили, как говорится, под знаменем Ильича. И вот Юхма Миши, Виталий Станьял вспоминает, вот Юхма Миши, говорит, он нашел путь свой в фольклорном стиле оставить свои исторические изыскания. А мы, говорит, ученые, мы работали над академическим строением вот этой истории. Здесь же Михаил Николаевич Юхма Миши находит свои глубины познания. А Волги Чуваш Туризмбе Патаризм. Это получается и боги, и звезды, и богатыри. Пайдул, Чудо Хачем Ялдорадо. Вот эта книга. В этой книге, то есть остались в народной молве песни. А Пайдул Искеев был поэтом, помимо того, что он был полководец, военачальником, сумевший поставить, как говорится, свои войска, видимо, надо говорить, в противоборстве. А события тогда уходят в память восстания Степана Разина. А все эти восстания, они проходили или происходили непременно, становились событиями именно на Волге. Здесь, видимо, самый был геноцид. Почему именно? И Пугачевский здесь, и восстание, и Степана Разина восстание. Почему? Надо оговорить, что вот эта наша сторона, Волга, ниже, Саратов, там еще какие-то, это все земледельческие области, земледельческие районы. А московский князь, находясь там в Москве, в своем Кремле, а какое там земледелие? Там одни болота, непроходимые леса, которые вот нет-нет, да в 2010 году полыхали, горели. Владимирская область, это все болото и так далее. Нижегородчина тоже, болото и леса и так далее, непроходимые. Ну а далее, это земледельский край. Здесь растили хлеб, а хлеб всему голова. Вот и отсюда порабощение происходит. Хлеб нужен всем. Московская Русь становится военным государством. Уже надо признать, пожалуй, со времен
Ивана Грозного, становится военным государством и начинает, как теперь принято, собирательством русских земель. Это так, он был озабочен собиранием земель. Ну, каждый вправе рассматривать по-своему вот этот образ сказания. Те, которые воюют, всегда хотят иметь хлеба. А без хлеба какие войска могут воевать? Никто не будет воевать. Примеры: Чингисхан. Миллионная армия. Такую армию содержать, ему надо бы каждый раз нападать на чье-либо государство, на чье-либо народ и получать дань с них. А иначе Чингисхан не стал бы Чингисханом. Ну и Юхма Миши в этой книге поэт, он и, надо говорить, это прежде всего поэт. Писать начали. Кстати, замечу, Михаил Николаевич Юхма Миши, это самый, по-моему, 22 года написал свой первый роман. Где-то об этом интервью есть. И он выступает как поэт. Чечексен чинчине таптармар. Мир цветов не топчите. Вот так. Ну вот здесь философия о родном крае, о нашем народе. И вот здесь родники бессмертия волжских болгары. Болгары чувашского народа. Вот еще одна книга. Мы чуваши, мы потомки волжских болгар. Весь мир о болгары-чувашах. Высказывания крупнейших ученых, историков, путешественников, исследователей о болгары-чувашах, об их истории, культуре, языке и духовных ценностях. Эта книга вышла в 2020 году. Матурда Аста Олег Саманана Теледи Анажу Сунза. Ну вот, Михаил Николаевич Юхма подписал. Подарил. «Любовь и хлеб». Это палестинская писательница Асия Хаула Абдель-Хади. Пожалуйста, ознакомьтесь. Здесь с арабского переводили, я так понимаю, что сам доктор Басам переводил, потому что он как бы знаток русского языка. И, пожалуй, наверное, и чувашский язык теперь знает. Сколько лет живет в Чувашии. Он женился, взял замуж девушку чувашскую из Батовского района. И я помню, еще в 90-х годах общался с ним, познакомился. Ну, собственно, его весь народ знает. А проще спросить, кто не знает доктора Басама? Да все знают. О чем эта книга? Предисловие. Роман «Любовь и хлеб» – искреннее повествование свидетеля событий того времени, когда в 1948 году ночь трагедии пала на палестинский народ ужасом Накбы, когда палестинцы вынуждены были бежать в мучительном шоке в горы и прилегающие долины. Ну, понимаете, трагедия Палестины, когда они вынуждены были покинуть свои земли, потому что эта беда началась с англичан после Великой Отечественной войны. Сталин создает государство Израиль, потому что арабский мир был, арабская нефть, она была под англичанами, под американцами. И Иосиф Сталин ставит цель создать Израиль, и Израиль, чтобы был под красным флагом. Но Израиль оккупировал Палестину. И вот здесь о трагедии
народа. Но мы уже сказали, Израиль создал Иосиф Виссарионович Сталин. Хотел Красный создать республику, чтобы она как бы стояла на страже интересов Советского Союза. Но так не случилось. Истории людей умом листая. Анатолий Петрович Ефимов-Урак. Это выходец из среды чувашского народа. Вот он адресовал свою книгу мне, уважаемому Олегу Самана, от автора. Ефимов-Урак. В 18 году еще. К 70-летию эта книга вышла. Вот здесь его, как говорится, картинка. Это, видимо, все книги, которые он успел уже выпустить. Что я хочу сказать? Помимо того, что он ученый, он доктор медицинских наук, профессор и лечащий врач. И поныне. Он прежде всего ученый, мы сказали, да, он исследователь. Детьми он работает, инвалидами. Ну, не помню. Все болезни, говорят, от мозгов наших. Так или не так, не знаю. Но тема – это его из области эволюции мозга. Потому что мозг, с мозгом все связано. Мысли и движения наших рук, пальцев и так далее. Он работает с инвалидами, помогает народу, восстанавливает их здоровье. Тем самым ценен человек. Но помимо этого, он превосходный поэт. Превосходный поэт. Вот его книга «Героика истории болгара-чуваш и славян Сугуты и Руги». Вот его книга. Здесь в поэтической форме он написал историю. Книга великолепна. Здесь и русские адмиралы им посвятил. Козьме Минину, Пожарскому, Нижегородскому, спаситель Москвы, России, православие, Козьма Минин. Но ведь у нас свой герой был. Ополчение, когда Минин собирал армию-то, он здесь собирал, на Волге. Буртас говорил: Буртас, помоги. Буртас – это герой чувашского народа. Его судьба, история хорошо освещена в книге Михаила Николаевича Юхманиши. Но здесь вот в поэтической форме он все это написал в форме стиха. Степан Разин, предводитель народного восстания. Вот, пожалуйста. Пугачев, Евпатий Калаврат, воевода Рязанский, вот посвятил. В те недалекое время, веками, это несколько веков назад, это она и Рязань-то была ближе, вот Мордва и Рязань, вот она рядом. Поэтому великий воин и князь Киевский Святослав, вот, пожалуйста. То есть умом, разумом этот поэт Ефимов-Урак охватывает настолько глубиной времени, своей поэтики, вот этой истории. Боги, героические воины древних славян. Я не помню, чтобы кто-то из русских
столь красиво мог освещать истории своих в поэтике, руги, героическая тема. Вот Ленин, вождь Великой Октябрьской революции 17 года. Ну, по сути, это ведь тоже история народа. Мы не можем ее игнорировать. Яковлев, Иван Яковлевич, патриарх, просветитель чувашского народа. Ему стихи посвящены. Сугутские потомки, генерал-фельдмаршал России. Сугуты. У нас в Чувашии сплошь и рядом эти поселения сугутов. Но когда мы истории изучаем в школах, там нет слова сугуты. Мы проходим Шумер, Вавилонию, там, Междуречье, Согдиану изучаем. Но кто нам раскрыл, что Согдиана, это греки так написали, Согда. Но на чувашском это Сагат. Вот в чем истина. Мы изучаем свою историю в школах не от тех людей, которые мы бы, чуваши, написали эту историю. Мы изучаем историю собственного народа, который нам греки написали. Русские переправили, где-то солгали, где-то оболгали. А правда, вот, он еще является академиком 6 академий. Вот ведь какая знатная личность. Пожалуйста. Дадюков Юрий Витальевич, он писатель, как краевед, потому что не меньше. Вот он выпустил 2 книги в содружестве Галимовым, Роберт Галимов, Юрий Дадюков, 2 книги. Лапкасар Хумезем, Лапкасар Югатьха, то есть течет река Сура или тихие волны, сурские тихие волны, так, наверное, надо переводить. И также он дарит Юлдажа, Олег Саманана, Сывлах Телей, Автордан, Юрий Чудай. Книга замечательная. Это прежде всего о людях своего района. Он с Читай, Красночитайский. Здесь очень много событий, включая даже о Ермаке тут материалы, поэтика здесь, стихи, свои, потом гостей. Она фотографиями иллюстрирована. Здесь где-то в одной из этих книг и мои стихи он поместил. Здесь тема, которая многие годы умалчивалась, потом вот эти сурские, когда решили, что фашисты могут прорваться через Волгу и прийти, и пойти через Чувашию, Казань и на Урал, ну такая, видимо, было предположение, коль вот эти мы строили засурские свои заграждения. Вот здесь он приводит свои документальные исследования, рассказы. Так, далее мы сказали Юрий Витальевич Дадюков. Вот его еще одна книга. Она тоже богато проиллюстрирована. Здесь эта книга написана в содружестве с нашей поэтессой, жемчужиной поэзии Раисой Сарби.
Так, вот написано: Олег Саманана, Телей Сывлах Сунза, автор Зенджень. Юрий Чудай, Сарби. Значит, книга вышла в 20 году этого века. В честь столетия чувашской автономии